обращения граждан по нарушениям законов в сфере ЖКХ реагируют формально, предоставляя отписки, примеров ответы прилагаем. Также просим направить в Ишим и Ишимский район комиссию из прокуратуры Российской Федерации Следственного комитета для проведения комплексной проверки в сфере ЖКХ города и района, учитывая мнение участников и организаторов митинга. 16. Включить в генеральный план города пункт, касающий развития и строительства совершенствования системы водоотведения ливневых грунтовых вод и защиты от паводков. В первую очередь обязать администрацию города и правительство Тюменской области устранить недостатки в системе ливневой канализации, возникшие в результате утвержденного ими непродуманного проекта реконструкции улицы Карла Маркса, в результате чего может продолжиться процесс разрушения домов в центре города, что угрожает жизни людей. Вы все прекрасно видели, что получилось на Карла Маркса 63, когда дом дал трещину. 17. Организаторам митинга направить резолюцию митинга генеральному прокурору РФ, председателю Следственного комитета Российской Федерации, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, уполномоченному представителю президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, губернатору Тюменской области, главе города Ишима и главе администрации Ишимского района и прокурору Тюменской области. Кто за данную резолюцию, прошу вас проголосовать за. Резолюция практически принята единогласно. Уважаемые жители, практически все пункты мы с вами отразили. Сегодня в пик нашего митинга мы посчитали, здесь было почти 120 человек. Я хочу сказать, что в принципе это неплохо. Наши требования они узнают. Мы на разных сайтах опубликуем сегодняшний митинг, резолюцию, ваши выступления. Они вас слышат, они нас боятся. И по многим домам, которые мы их грубые нарушения озвучиваем, показываем на сайтах, они идут на уступки. Хотя частично только этим домам. Я согласен. Сегодня я хочу еще привести пример того, что сегодня насильно за ваш счет в разных домах хотят включить такую услугу, как видеонаблюдение. Говорят, вот есть муниципальная программа, давайте ставьте видеокамеры, но только за ваш счет, а мы с вас возьмем. Или вот сегодня по улице Ленина 6 провели фиктивное собрание, и теперь жителей заставляют рассчитаться за то, чтобы они дом обделали красиво, потому что улицу Ленина сейчас, улицу Ленина они снова пытаются делать так же, как Карла Маркса, и предлагают людям за свой счет делать. А люди говорят, а зачем нам это надо? Нам не надо. И там сейчас порядка 20 человек с этим не согласны и собираются протестовать это решение. Они при этом уже в наглую включили эти деньги с людей в квитанцию, понимаете? Собрание эффективно, а они включили. Это Ленина 6. Уважаемые жители, я благодарен, что вы пришли. Все ваши резолюции, наши требования мы направим. И потом также выпустим листовку с теми ответами, которые они вам дают. Спасибо вам за то, что вы боретесь, за то, что вы приходите. Если бы, конечно, нас было больше, 500-600 человек, то, конечно, они бы еще жестче реагировали на требования.